Тысячи километров от линии фронта. Якутия. В сознании многих далекий, почти мифический край. Но именно здесь, в самом сердце Дальнего Востока, в годы войны кипела работа, и каждый житель приближал победу своим неустанным трудом. В то время как пламя войны охватило страну, в далекой республике расцветал подвиг трудовой. Здесь, где каждый день борьба с суровой природой, люди не дрогнули перед лицом новых испытаний, отдав все силы на поддержку фронта. Особую роль в обеспечении региона всем необходимым сыграли многочисленные артели. Когда тысячи якутян ушли на фронт, оставшиеся жители, женщины, старики и дети встали у станков, взялись за инструменты, чтобы обеспечить армию и страну всем необходимым. До войны в Якутии начался процесс индустриализации, строились заводы, развивались промыслы. Но с началом войны все ресурсы были направлены на нужды фронта. В налоговом отделе Якутского горсовета было зарегистрировано всего 16 артелей. Что такое артели? Это не государственные предприятия, они созданы на кооперативной основе. И вот они были созданы по отраслям производства, в основном это бытовое обслуживание населения. Это пошивочные, кузнечные, столярные, строительные, ремонтные мастерские. В том числе можно назвать такие артели, как краснодеревщик, работница, Копинсоюз, красный кожевник, красный строитель, ну и другие. Вот. В этих артелях трудились более 2000 человек. В годы войны они перевыполняли свои производственные планы, обеспечивали население города Якутска необходимыми предметами быта. Это и зимняя, и летняя обувь, столярная мебель, производили кирпичи и другие. Ударный труд, стахановское движение. В те годы это были не просто лозунги, а сама суть жизни, мерила вклада каждого в общую победу. И якутяне не отставали. В артели «Работница», где женщины и подростки трудились день и ночь, нормы выработки превышались в несколько раз. Представьте себе, с каким упорством они шили одежду, чтобы согреть солдат на передовой, зная, что от их работы зависит чья-то жизнь. А рабочие якутского лесозавода, они проявляли настоящий героизм, буквально из последних сил добывая лес. Каждый кубометр древесины давался им с невероятным трудом, но они не сдавались, работая с невероятной отдачей, вдохновленные одной целью. В Якутском горсовете они отчитывались о своих планах на следующий год тоже. И по этим планам они и производили свою продукцию. Надо сказать, что труженики этих артелей перечисляли из своих личных сбережений деньги, ценности в фонд обороны. Следует сказать, что жители города Якутска перечислили в фонд обороны государственная подписка займов 55 миллионов рублей. Это в целом все жители города? Это в целом по городу. Ну и там же и вклад тружеников этих артелей. Еще не отставали от своих родителей и школьники. Они выступили с предложением собрать средства на строительство танка «Якутский школьник» и обратились учащимся республики поддержать их инициативу. Вот. Также они приняли участие в перечислении денег на строительство танковых колонн «Советская Якутия». Всего было 2 танковые колонны. Также они
приняли участие в формировании 4 эшелонов с подарками на фронт. Якутский лесозавод – один из ключевых объектов региона в годы войны. С первых дней, несмотря на все трудности, рабочие и служащие систематически перевыполняли нормы выработки. Рамщики, те, кто распиливал бревна, довели выполнение норм до 120%. А бригады, занимавшиеся подачей леса и уборкой готовой продукции, и вовсе работали как герои, перевыполняя дневные задания на 150, а порой и на все 250%. 1942 год. Война в самом разгаре. Мужчины на фронте, в далекой Якутии, в тиши мастерских Холбаса разворачивается своя не менее важная битва. Битва за продовольствие. Здесь почти исключительно женщины, жены и матери солдат куют эту победу. 265 мастериц день за днем вяжут рыболовные сети. Каждая петля – это надежда, это вклад в общее дело, в поддержку фронта и голодающего тыла. Только представьте себе, за год более 1500 волосяных сетей, 2 десятка огромных неводов, тонны веревок и сотни сетей из хлопчатобумажных ниток. Это тяжелый, монотонный труд, их способ бороться, их оружие против голода. В 1945-46 годы труженики артели были награждены медалью за трудовую доблесть над фашистской Германией 1941-1945 годы. Это все более 2000 человек. Всего по городу Якутску 11 тысяч человек. А в городе тогда проживало всего 52 тысячи человек. Артельное движение в Якутии в годы войны – это не только история о производстве, но и история о передаче знаний и традиций. Старшие поколения обучали младших, передавали им секреты мастерства, прививали любовь к труду и ответственность за общее дело. Эта преемственность поколений позволила сохранить уникальные навыки и умения. И наша задача – сохранить и приумножить это наследие, чтобы будущие поколения помнили о героях тыла и их бесценном вкладе в победу.